Добрый вечер всем. У нас сегодня кормежка цыплятами. Вечерняя черничка. Это у нас светлый, посмотрите на него. Как с жадностью все едят. Так, пакет. Не бойся, черник не пугает. Арюшка. К Арюшке не подойти, когда она ест. К чернике все хорошо. Подхожу. Нормально, могу с рук покормить. Да, черника? Акула у нас уже наелся, цыплят, да? Вольник остался в сторонке. Что успел, то и съел. Я вот наблюдаю за акулой. Он постоянно на светлого гавкает, облаивает его именно. Посмотрите, какой шикарный. Очень много вопросов по светлому пишут, когда операция, что будем делать, когда осмотры и тому подобное. Он, видите, заигрывает светлый, светлый вольник. Как я сказал на стриме и видео, что будет примерно в середине сентября, говорю, в середине января, в конце января. Точную дату, как мы договоримся с врачом, так и будет. С ветеринарным. У нас морозно, если честно. Вот какой красавец. Всех охотников гоняет здесь. Облаивает, не пускает. Там на цепь еще посадить, на трос синая, туда вдаль, вдоль забора протянуть, чтобы вообще никто не ходил. Да, черничка? Можно гладить ее, когда она ест. Хорошо ведет. Светленький. Сегодня витаминки для костей. Давал им для хрящей. Раз в 3 месяца даю им. Всем. Но молодежь ест, когда вот именно выросли уже волки, там 2-годовалые, вот братиш выплевывают, не ест. Акела, понятно, фурия не ест. А молодежь вся ест. И, кстати, вот кому хватает, в принципе, вот кто одет хорошо, ну или кому хватает вот действительно этих витаминов, они просто выплевывают, не едят. Кому не хватает, они вот глотают, едят. Даже вот сравнить, Вега ест, например, да, но она сейчас у нас беременна. А Куба, например, не ест. Светлый ест, Ария ест, черника ест. А вся молодежь, вот начиная от акулы, заканчивая лордом, все едят. Потому что растущий организм еще. Вот он светленького побольше. Сегодня у нас цыпляточки. Хочу еще рыбу заказать красную. Не могу пока найти. Чтобы кабаны ели. И соболь ел, и волки питались. Так, ты меня не сожрешь? А? Нету ничего. Так вон у тебя еще сколько цыплят. Наелась? Агри, наелась? Сейчас будет это тоже на Арию облаивает. Какой красавец вырос. В год их буду замерять всех. В холке мерить, заводить в бытовку, взвешивать. 24 декабря им ровно год. Буду делать замеры. Да, конечно, вот этого вольера 10 на 10 очень мало для троих. Прям супер мало. Потому что и в туалет много ходят, и вытаптывают все просто вот, как на льду. Черный пакет и черника. Светлый у нас всегда с набитым пузом. Нет такого, что он голодает. Видите, все равно норму съела Ария, например, свою.
Все, больше она не хочет и не ест. Так, может, вот чуть-чуть от жадности. Черника норма не знает. Ария норму уже знает. Ну и Светлый, в принципе, тоже нормы не знает. Они все до отказа прям. Вот там драка какая-то. Наверное, Балта и Тайга, да. Он все дерется, Йети с Вольником. Йети его гоняет еще. Заигрываться пытается. Как младший брат. Скажи, Светлая, это что за инопланетное существо черное, шуршачее? Ну, Светлого, видите, пузо накрыто. Пакет опасается. Я бы сказал, Светлый ест больше всех. Ныкает. Видите, наелась. Все, наелась. Поэтому ныкает. Пузо тоже вон торчит аж. А этот нет. Ария. Видите, оба акула на Светлого. Аж со злостью, как на зверя, облаивает на него. Но чувствует все равно, что это не собаки, что это зверь. Кто-то привыкает к ним, кто-то нет. Обычно люто зверовые лайки вот так себя ведут по отношению к волкам. Мне приводили, помню, у меня есть кадры. Тоже лайка, она такая зверового направления. Не помню, откуда она именно, каких кровей. Но тоже прям на волка вот так
рыпалось. Но это смертники обычно. Вот, поэтому плюс чувствуют, что помладше еще. Когда отпускаешь здесь к волкам, они не подходят. Ну, кроме самок некоторых. Некоторых кто-то облаивает волков. Вот Моника, да, Валент. Видите, как на него разрывается. А кто-то подгибается и хочет, ну, чтобы приняли в стаю их. А этот на него. Все, сейчас под честную дойдет. Оба. Черника, неси пакет мне. Черника. Кабанчик черненький. Ария, красотка. Посмотрите, как злобно работает. Ой-ой-ой. Ох, злобный вообще кобель. Ой, ты моя. Черника, ты затмила все, затмила все. Девчушка, только давай не прокусывай мне штаны. Так, надо пакет забирать. Это что у нас, лосиная? Да, лосиная. Аба. Понятно? Окей. Окей. А ты дашь мне? А? Отдашь косточку? Нельзя? Нельзя, Черника? Нельзя? 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 А? Нельзя? Черника? Это что такое? М? Ай, ай, ай. Черника. Черника. Это что у меня? Смотри, черника. Оба увидела косточек. Ай. Вот. Отлично. Оба. Все, я на выход. Вы сейчас будете разыгрываться. И вас фиг остановишь. Светлый. И тут и там, скажи, прессуют светлого. Ну им, если честно, на самом деле вообще пофиг. Но все же. Ладно. Я на выход, что-то подзамерз. Вот она, кстати, наша вегочка. Посмотрите уже, какой живот. Думаю, недели через 3 уже будут роды. Волчица прямо, посмотрите на нее. Мать-героиня наша принимала чужих и гибридов, и валендов, и западников принимала. В общем, красота. В прошлом году 4 родила, 2 умерла, 2 выжила. 2 девочки, вот одна у нас. Монечка красавица, стала в юниорах чемпионкой мира и на бесте, и везде, во всех
номинациях первого заняла среди всех собак. Поэтому результат налицо, что по экстерьеру, что в лесу прекрасно себя показывает, что на притравках, что на состязаниях. Когда показываю зверя, прекрасно себя показывает, что в лесу. Как раз последние кадры были. Монечка, иди сюда, Монька, иди сюда. Так, где у нас Моника? Моника, вон она сидит, доченька. У нас вот прошлое видео было на Ямал Хантере, где она тоже лося облаивала вместе с Вольником, Йети, Луйкой и Алитой. Первый раз видела лося. Ей вот так 10 месяцев, 11 будет, или уже исполнится. Да, вот 11 будет месяцев ей. Вот ее мамка отсадила я сейчас, чтобы она лишний раз не тревожить ее. Это как волчица прям. Интересно, в этом году каких даст щенков. Серых, белых. В прошлом году 4 беленьких прям родилось. Уже все щенки заранее позвонили. Кто знает Вегу, Синая, забронировали. Но могут отказаться. Поэтому бронь принимается на Валендов. У нас еще повязана Белка Дар и Пуля Дар также. Белка Дар — это Вольник, кто у нас стал победителем мира. Также вот в лесу работал лося на последнем видео Ямал Хантер. Ему 10 месяцев. И Пуля Дар — это у нас Бонзай на Дальнем Востоке. Это у нас Буран, который находится сейчас. Уже он в надежных руках. Находится у Анастасии. Спасибо ей огромное за то, что она помогла мне с этим вопросом. Я сюда вставлю видео Бурана и Моники. Ой, Моники, Мамбу, кто у нас поприобретал здесь в парке волков. Вот она себе Бурана забрала, помогла с этим вопросом. Сюда вставлю ее канал. Она ведет, кстати, канал. Я, если честно, даже не знал, удивился, когда увидел. Так радостно было, если честно, что кто-то еще этим будет заниматься. Надеюсь, Анастасия не бросит. И давайте ей поддержку дадим, потому что на самом деле трудно начинать с нуля. Все снимать, смотреть комментарии, отвечать на них. Тем более человек, который, например, никогда не вел соцсети свои. Поэтому давайте сделаем ей большую поддержку. Она об этом не знает, что я буду сейчас об этом говорить, просить. Но я думаю, будет ей очень приятно. Ну и кому интересно следить за Бураном, это которому я на Дживу дарил. У него не получилось, не сложилось. В общем, он сейчас в интернате. И пришлось вот с Бураном решать вопрос. Так что он в надежных сейчас руках. Живет вместе с Мамбочкой. Мамба ростом вышла выше Синая нашего. Выше папки своего и выше Веги, естественно. 64 в холке. И Буран, она говорит, примерно 67. Это рослые, хорошие, тем более для суки. Показать, ну, думаю, Буран до 70 дотянет, потому что он самый крупный был из помета. И вот оно, гнездо образовалось у нас. Ну, надеюсь, в будущем покажут свои результаты в охоте и пройдут все выставки экстерьерные. Тогда уже можно будет впускать племенную работу, если будет результат. В общем, такие дела. Всем спасибо за внимание.